Ну, а теперь я вам дам послушать тоже фольклор. Но этой далекой страны фольклор. В далекой стране живет свободный, непокоренный народ индейцы. Ой, Да. я их люблю. Да. И ученые говорят, они вот произошли вот из Сибири тоже, вот, да. В них тоже капелька сибиряков течет, северных народов. Это ихняя песня, ребята. В походе, знаете, кто эту песню мне нашел? Кто? Наташка. Да? Багира. Да, Наташка. Она поискала и нашла мне песню эту. Видишь, какие сразу воспоминания. Даже до Наташки дошло. Ну, Наташка, Наташа, привет! которую ты нашел песню, стала символом похода. Я очень любил слушать индейские песни. Свободных людей, непокоренных, воинов настоящих природных. Их дух тоже в нас должен жить. Обязательно, ребята. Кстати, они тоже, да, не покорились? Не покорились, они непокоренные. Свободу свою они дорожат до сих пор. И мой отряд тоже мне казался индейским отрядом, свободным. Древний народ. Мне принцесса Алтая рассказывала, но у нее есть способности иногда видеть прошлое, будущее, да. Рассказывала, что я и мой отряд на самом деле древние индейцы. Да, мы произошли в духе древних индейцев. Где-то там в Америке жили, но нас там покорили, уничтожили за нашу свободу. И наши души переселились вот в нас теперь, наши тела, моего отряда и меня вот вождя. Вот она так и сказала в сказке. Я как-то это принимаю близко, да? Да. Индейцы. Древний народ, да. И сказала, ты когда-нибудь своим отрядом завершишь миссию в Америке. Так что, ребята, мы дойдем до Америки. Покорим Америку. Я же говорил, все, кто собрался вокруг меня, разные. Ненавидим друг друга, дружим. Да, иногда воюем друг с другом. Но в итоге все мы будем вместе, ребята. В итоге все будем вместе. Разногласий-то у вас много тоже, а с кем еще? Много. Ну ничего. Времена идут другие, ребят. Когда мы будем, наоборот, сплачиваться. Вражда старая забудется. Останется дружба и светлые воспоминания, ребята. Я в это верю. Когда дойдем до Америки. Когда дойдем до Америки, до родины индейцев свободных. Хау. Ну, и предки мои, я же по отцовской крови с Нюрбы, Махи, да, это история, да, Маха там есть. А в древних якутских преданиях Махи жили древние индейцы. Назывались они щитыми листами. Вот, и они жили до царских времен, да. И они были, там в преданиях сохраняется, что они были щитые листа, были отважными воинами, храбрыми шаманами, великими шаманами, да. И да, вот остатки индусов там в небе остались. Да, и потомок, и поэтому вот татуировка тоже символ. А, все теперь понятно. Да, что оттуда вот корни тянутся и до Америки. Все. Да, они были храбрыми, они и с Сахалом воевали, и с овенками, и с русскими воевали, ну и потом с теми, конечно, растворились среди Саха, среди овенков. Ну вот, кстати, из всех улусов, да, вот Нюрба прям самая воинственная. Да, Нюрба, вот белюйские группы улусов Нюрба, потому что в них течет дух древних воинов, древних индейцев может даже быть. Да, точно. Вот такие вот легенды есть, да. Поэтому я нанес тоже вот узор, вот татуировку. Память о моих предках, может быть, моих предках щитых листов. Связь времен, легенда продолжается. Главное использовать вот эту энергию, стремление к свободе, правильно, вот это правильно, чтобы любить ближнего своего, чтобы защищать свою родину, своих людей, природу. Вот в этом курсе. Да. Вот такие вот дела.